Несмотря на множество предупреждений в средствах массовой информации, на городских баннерах и экранах почти каждый день в криминальных сводках появляются сообщения о людях, которые поверили мошенникам и лишились своих сбережений. По данным МВД Республики Саха-Якутия, только за первых 3 месяца текущего года сумма финансовых потерь жителей региона составила 216 миллионов рублей, что на 6 миллионов больше, чем за первый квартал прошлого года. Всего в 2024 году якутяне отдали аферистам более миллиарда рублей. Нередко мошенники отбирают деньги, пользуясь стремлением якутян заработать на инвестиции. О том, как распознать лжеинвестиционные платформы, лжеброкеров и сохранить свои деньги, расскажет Денис Владимирович Никитин, заведующий службой безопасности отделения Банка России по Республике Саха-Якутия. Здравствуйте, Денис. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, как лжеинвестиционные компании заманивают людей в свои сети? Действительно, нередко мошенники предлагают через интернет вложить деньги гражданам в инвестиционные компании и получить гарантированно высокий доход. Аферисты активно используют интернет и социальные сети, и это позволяет легко им найти клиента. Люди поддаются соблазну легких денег и вкладывают свои сбережения в никому неизвестные, зачастую поддельные интернет-платформы, бывают, берут кредиты и попадают в долговые ямы. Также мошенники находят своих жертв по телефону, звонят, представляются сотрудниками инвестиционных компаний, либо они могут закрепить, предоставить жертве персонального инвестиционного советника, который будет предлагать, навязывать, вкладывать деньги в определенный проект. При этом, эти мошенники недостаточно умело это делают. Используют в речи сложные термины, непонятные, приводят статистику, общеизвестные факты из доступных источников, и в результате человек вкладывает все свои деньги. Вы упомянули, что, вкладывая в сомнительные проекты, человек остается мало того, что без своих собственных денег, но еще и попадает в долговую яму. Каким образом это может произойти? Мошенники – отличные психологи и профессионально играют на чувствах людей, такие как жадность, как ни неприятно было бы это признавать. Они предлагают заработать человеку неплохие деньги, инвестируя в акции, золото, криптовалюту, во что угодно. И они объясняют, что необходимо сразу вложить крупную сумму для того, чтобы получить легко и быстро большую прибыль. Человек, поверив обещаниям мошенников, берет кредит, а иногда и несколько кредитов в банке, продает имущество, такое как машины и даже квартиры. Когда хочет забрать свои деньги, соответственно, с якобы заработанными процентами, понимает, что все обещания были ложные, а кредит настоящий, его нужно отдавать. А вообще, как специалист, вы можете сказать, можно ли вывести деньги из таких проектов? Нет, но мошенники до последнего не дают жертве понять это. Они, как правило, предлагают человеку сначала попробовать свои силы, вложить небольшую сумму и почувствовать вкус прибыли. Они постоянно поддерживают в человеке легенду о большом заработке. И до тех пор, пока человек не отдаст им все деньги. Бывает, что человек сразу вложился по-крупному. В этом случае мошенники сразу обрубают свои провода и исчезают со всеми деньгами. Денис Владимирович, а кто чаще всего становится жертвами мошенников? Есть ли у вас статистика по республике? Банк России в прошлом году провел опрос населения об удовлетворенности уровнем безопасности финансовых услуг. И благодаря этому опросу, в котором поучаствовало почти 3000 якутян, мы сегодня можем говорить о картине
жертвы мошенников. Это женщина, проживающая и работающая в городе, с высшим образованием, со средним доходом, в возрасте от 25 до 44 лет. Жертвами инвестиционных мошенников также становятся люди старшего возраста, которые подыскивают варианты подработки, дополнительного дохода к пенсии, а также молодежь, которая проводит время в интернете и активно пользуется новыми технологиями. Бывает так, что люди, попавшие в сложные ситуации, испытывающие финансовые трудности, и которые хотят таким образом быстро улучшить свое материальное положение, но не знают, как правильно инвестировать по-настоящему, тоже попадаются на уловки мошенников. Вот такие люди как раз и интересны лжеброкерам. То есть получается, что практически из каждой целевой аудитории, да, из каждой категории возрастных групп, можно так сказать, что есть, можно составить такой некий портрет жертвы мошенников у нас в республике. Вот. И, ну тогда, наверное, я попрошу вас ответить на такой вопрос, что какие уловки используют мошенники, чтобы вовлечь людей в свои вот эти обманчивые схемы, потому что, ну, по-другому их нельзя назвать, да? Да, мошенники создают различные сайты, приложения, на которых люди могут якобы инвестировать свои деньги и получить большой доход. Зачастую такие сайты выглядят достаточно реалистично и даже профессионально. В них присутствует личный кабинет, как на настоящих интернет-платформах. Человеку предлагается на этом сайте вложить свои деньги в ценные бумаги, но приобретенные таким образом ценные бумаги на самом деле никакой ценности не имеют, а зачастую даже не существуют вовсе. Вообще мошенники используют различные схемы и психологические приемы для того, чтобы завладеть средствами доверчивых граждан, либо получить доступ к конфиденциальным данным жертвы. Они могут предложить установить приложение для обучения, либо для торговли на бирже и отправить вам ссылку. Переходить по таким ссылкам крайне опасно, так как они могут содержать вирус, с помощью которого мошенники получат доступ к вашим данным и счетам. Из личного опыта хотел бы поделиться. Вот буквально на прошлой неделе мне звонил такой мошенник, он представился сотрудником инвестиционной компании и предложил, значит, провести общение в Zoom. Это популярное приложение для организации видеоконференц-связи. Эти приложения, хочу сказать, они содержат функцию, с помощью которой можно визуально организовать доступ к экрану смартфона. И если по инструкции мошенника эту функцию активировать, злоумышленник на той стороне увидит всплывающие сообщения, в том числе и те сообщения, которые содержат секретный код. Еще одна уловка мошенников – торопить. Человек боится упустить большую прибыль и не успевает обдумать ситуацию. В этом случае лучше всего взять паузу, и если вы чувствуете, что на вас давят, вас торопят, здесь просто необходимо прекратить общение и спокойно проверить всю информацию о фирме на сайте Банка России. Необходимо убедиться, что у данной организации имеются все необходимые разрешения для того, чтобы заниматься финансовой деятельностью.
Если в реестре Банка России такой информации о фирме нет, то ее действия незаконны. И, соответственно, все высокодоходные проекты, в них вкладываться не стоит. И вообще иметь дело с этой компанией абсолютно не стоит. Совершенно верно. Вот вы сказали, что если у компании нет лицензии на сайте Банка России, а вдруг может случиться так, что мошенники предоставят информацию о том, что она есть, но только в другой стране. Вот эта лицензия. Да? Можно ли вообще иметь дело с такой компанией? Действительно, мошенники могут убеждать вас, что данных в реестре Банка России нет, поскольку компания иностранная, и вообще могут вам говорить, что финансовый рынок границ не имеет, и вкладывать в зарубежные компании можно и нужно. Здесь необходимо помнить, что эти границы четко определены законом Российской Федерации. Иностранные компании не имеют права, им запрещено работать на российском финансовом рынке. Если вы получили инвестиционное предложение от организации, которая зарегистрирована за рубежом, она уже нарушает закон. И если ваши права этой организации будут нарушены, то вам придется их отстаивать самостоятельно. Российский суд и Банк России не смогут вам в этом помочь. Все разногласия и споры будут решаться по законам той страны, где зарегистрирована данная компания. Ну вот, например, попалась в интернете реклама инвесткомпании с обещанием выгодных вложений. Или звонит человек и представляется специалистом по инвестициям. Вот как понять, где легальный участник рынка, а где мошенник? Стремление повысить доходность по своим сбережениям подогревает интерес граждан к инвестиционным продуктам. Но здесь необходимо быть предельно внимательным и осторожным. Независимо от того, сам клиент вышел на финансовую организацию или наоборот, необходимо убедиться в легальности деятельности данной организации. Чтобы организация имела право работать на российском финансовом рынке, она должна состоять в списке лицензированных участников финансового рынка, который опубликован на сайте Банка России. Также существуют инвестиционные советники, деятельность которых, которые работают в интересах, подбирают продукты в интересах своих клиентов, деятельность которых также должна вестись в соответствии с законом. Каждый советник обязан состоять в реестре Банка России. Важно всегда помнить, что обещание гарантированно высокого дохода сам по себе явный признак мошенничества. Должны насторожить слишком щедрые условия, проценты существенно выше рыночных. Настоящий брокер никогда не будет предлагать условия, которые его разорят. Вообще финансовый рынок, ему присущи риски, а в инвестиционной деятельности эти риски еще выше. Даже если вы торгуете на бирже через легального брокера, эта деятельность сопряжена с высоким риском. И об этом нужно помнить всегда, правильно? Правильно. Вот. На что нужно обратить внимание, чтобы не лишиться своих средств? Вот вы, как сотрудник безопасности отделения Нацбанка, что вы можете сказать по этому поводу? Помимо лицензии, необходимо искать любую другую информацию о фирме, сведения о регистрации в ЕГРЮЛ, данные о руководителе. Также необходимо просто проконсультироваться, посоветоваться со своими близкими, вспомнить все, что вы читали или слышали на данную тему. Необходимо узнать, есть ли у фирмы офис, желательно убедиться, действительно ли он расположен по указанному адресу. Обращайте внимание на финансовую отчетность, отзывы клиентов, банковские реквизиты. Счет фирмы должен быть открыт в действующем российском банке. То есть на карту физического лица переводить деньги ни в коем случае нельзя? Ни в коем случае.
Что делать человеку, если он понял, что перевел деньги мошенникам? Необходимо сразу написать заявление в полицию, к нему приложить все имеющиеся договоры, чеки о переводе денег, скриншоты переписки. Это поможет остановить преступную деятельность мошенников, с которыми вы столкнулись. Также сообщите о факте мошенничества в Банк России и в Роспотребнадзор. По моему личному убеждению, самая надежная защита от мошенников – это благоразумие и финансовая грамотность. А дополнительно ее повысить можно на сайте, на ресурсе Банка России «Финансовая культура». Здесь в разделе «Грабли» приведены истории реальных людей, столкнувшихся с мошенниками, а также опытные советы специалистов, как выйти из подобных ситуаций, чтобы не потерять свои деньги. Также у регулятора есть совершенно бесплатный онлайн-курс для взрослого населения «Финансовый навигатор». В него входит цикл вебинаров по финансовой грамотности, а также вебинары курса «Грамотный инвестор». Вы научитесь управлять своим бюджетом, безопасно использовать кредитные инструменты, строить стратегии своих целей и выхода из сложных финансовых ситуаций. Финансовая грамотность – это не просто модное словосочетание, а жизненно важный навык в современном мире. Сегодня мы рассмотрим ключевые причины, почему каждому человеку необходимо овладеть основами управления личными финансами и как эти знания могут кардинально изменить качество вашей жизни. А главное – это то, что если вы будете знать и соблюдать основные правила, то для мошенников вы станете недоступны. Повышайте свой уровень финансовой грамотности вместе с нами. С вами была Рита Якушева, передача про деньги. До новых встреч в эфире.